просил через национальный напрямую общается, через тех властей общается, просил обобщить результат свои и опубликовать в каком-то научном журнале. А так, пока вот на уровне сплетен все это происходит, а так, когда будет, я не знаю, кто Этот семинар больше напоминает площадку для дискуссий. Не успевает выступить один докладчик, как сыпятся вопросы его коллег. Борис Харсиев, заведующий отделом этнологии НИИ, выступает с докладом о развитии образования в Ингушетии. Главная проблема в современной системе, считают ученые, это то, что образовательные учреждения больше не выполняют воспитательные функции. Это напрямую отражается на развитии науки не только в нашем регионе, но и по всей стране. Мы должны вернуться все-таки к своим истокам и поставить вопросы, что школьное воспитание и те знания первичные, которые дается школа, это в первую очередь должны сегодня в России быть приоритетными. Из-за того, что вот эта вот гармоническая связь воспитания, школы и наука, вот они поколеблены, мы получаем абсолютно ненужные, неадекватные результаты. Коллеги с мнением ученого полностью согласны. Впрочем, некоторые спорные моменты в докладе Бориса Харсиева все же нашлись. Так, ссылаясь на патриархальное прошлое страны, научный деятель считает необходимым, к примеру, чтобы должность директора школы занимали только мужчины. Мы проводили определенные исследования в школах, и не только на территории, я вам скажу, Ингушетии. Вот в соседнем Ставропольском крае опросы шли у нас и в Адыгее, и в Кабардино-Балкарии. Я вам скажу, результат тот же, где, значит, мужчина-директор школы, там, таких каких-то сильных замечаний по поводу поведения мальчиков, по поводу поведения учеников, там гораздо меньше. А вот Хаваш Накастоев считает главной проблемой развития ингушской науки фальсификацию исторических сведений, в результате чего молодое поколение пренебрегает своими обычаями, в том числе перестают уважать заветы предков. Сплошь и рядом можно слышать, что наши предки еще не 100-150 лет назад, во-первых, они были язычники, во-вторых, они были довольно глупыми, не могли устроить свой быт, там, экономику и так далее. В-третьих, были некультурные. В-четвертых, самое расхожее такое обвинение, что наш народ жил набегами. Научно-исследовательский институт уже разработал учебники истории Ингушетии, которые должны помочь с решением этой проблемы. Впрочем, Хаваш Накастоев считает, что этого недостаточно и должны проводиться комплексные мероприятия, в том числе воспитательно-просветительские лекции со студентами. Нравственный кодекс, он всегда труден для соблюдения. Очень трудно соблюдать нравственные заповеди. Гораздо легче отказаться. И как только молодой человек найдет хоть какую-нибудь зацепку, какую-нибудь причину, повод для себя отказаться от этого, он моментально пытается отказаться от этого. Это то, о чем Достоевский говорил. Есть такие права, если их разрешить человеку, то огромное число бросится их исполнять, потому что их легко исполнять. Поэтому задача, которая стоит перед историками или перед исторической наукой нашей, она не только историческая, не только научная, она еще и воспитательная, и общественная, и идеологическая. В целом, научные деятели едины во мнении, что на сегодняшний день ингушская наука стремительно развивается. Об этом можно судить по тому числу ингушских ученых, которые трудятся не только в элитных университетах и научных сообществах страны, но и всего мира. Журнал, выпускаемый Ингушским научно-исследовательским институтом, Вестник Ингушского научно-исследовательского института, он уже выходит под редакцией РИНЦ. Ученые систематически, у нас очень много защит. Сейчас в последние годы проходят ежегодно, в прошлом году 2 докторские, в этом году обратно докторские, сейчас защитили кандидатскую. У нас очень хорошо остепененные ученых, очень много. Понимаете, печатаются в высших академических изданиях мира. Это не просто поддерживать такой научный уровень. О том, что ингушская наука не стоит на месте, говорит и та работа, которая проводится научно-исследовательским институтом. Ежегодно НИИ принимает у себя в стенах и участвует в различных международных научных конференциях. Пишутся диссертации, проводятся исследования. И такие семинары не только позволяют ученым обмениваться результатами своей работы, но и мотивируют на новые исследования. Альмина Бокова, Хаваш Гойгов, Новости 24.